Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшек Шара. Президенты Абхазии и России поздравили друг друга с Новым годом и Рождеством Христовым. В поздравлении Аслана Бжания, в частности, отмечается, что уходящий 2020 год был трудным не только для двух стран, но и для всего мира. Несмотря на сложности, вызванные пандемией, Республика Абхазия и Российская Федерация развивали активное сотрудничество по многим направлениям. Аслан Бжания заверил президента России в том, что руководство Абхазии будет прилагать все усилия для реализации двусторонних соглашений, достигнутых в ходе содержательных переговоров. Владимир Путин в своей поздравительной телеграмме отметил, что в уходящем году отношения между Россией и Абхазией, основанные на принципах союзничества и стратегического партнерства, развивались в конструктивном ключе. Президент России подчеркнул, что рассчитывает на продолжение совместной работы по наращиванию всего комплекса двусторонних связей на благо двух народов в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности. Спикер Народного собрания Абхазии Валерий Кварча поздравил народ республики с Новым годом. Мы встречаем новый 2021 год с надеждой и связываем с ним светлые и добрые чувства. Ждем исполнения заветных желаний, отмечает Валерий Кварча. Каким станет наступающий год, что он принесет, во многом зависит от нас, граждан Республики Абхазия. Для успешного достижения намеченных целей каждому из нас необходимы не только целеустремленность и оптимизм, но и крепкое здоровье, надежность и крепкий семейный тыл, единство, сотрудничество, взаимодействие и ответственность всех ветвей государственной власти. Всего этого желаем гражданам Республики Абхазия в наступающем 2021 году, а также мира, достатка, тепла и уюта в домах, побольше позитивных эмоций, подчеркивает в своем поздравлении спикер Народного собрания Абхазии Валерий Кварча. Валерий Кварча также направил поздравления с Новым годом руководству Федерального собрания Российской Федерации, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной Думы Вячеславу Володину. Союз абхазских добровольцев Республики Северная Осетия Алания поздравил президента Абхазии Аслана Бжания с наступающим Новым годом. Уходящий год был нелегок, но он был также наполнен знаменательными событиями и позитивными переменами для Республики Абхазия и народа в целом. Вами многое сделано на пути преобразования государства, отмечается в поздравлении. Североосетинские добровольцы выразили уверенность, что это только начало. Впереди не менее ответственные задачи, новые цели и, конечно же, победы, подчеркнули добровольцы и пожелали в новом году Аслану Бжания здоровья, мира и благополучия. Президент Аслан Бжания в преддверии Нового года сделал подарки Сухумскому дому престарелых. Приюту была передана необходимая бытовая техника, в том числе посудомоечная машина, пылесосы, микроволновая печь. А супруга президента Аилита Ахиба передала Государственному реабилитационному центру для детей с ограниченными возможностями полностью укомплектованный компьютер с принтером. Подарки сделаны из личных средств главы государства и его супруги. Указом президента Абхазии Аслана Бжания за большой вклад в развитие архитектуры Республики Абхазия Кайтан Тимур Давидович посмертно награжден орденом Ахтапша третьей степени. Сегодня в Министерстве обороны страны в торжественной обстановке новобранцы приняли присягу на верность Родине. В течение месяца призывники проходили службу в учебном центре оборонного ведомства. За это время их готовили к службе в подразделениях Абхазской армии. Проводились занятия по строевой и боевой подготовкам. После принятия присяги новобранцы отправятся в части и подразделения Абхазской армии для несения службы. В течение месяца личный состав новобранцев проходил подготовку в стенах учебного центра Министерства обороны. Личный состав освоил программу подготовки. Это было занятие проведено по строевой, по физической подготовке, а также по огневой подготовке. В заключительном этапе личный состав проводились стрельбы в населенном пункте Нижняя Ишера, а также в населенном пункте Багмаран, где у них проводилась стрельба. Результаты, конечно, не очень положительные. Личный состав в дальнейшем будет совершенствовать свою подготовку. Они освоили основные азы военной службы. Я в дальнейшем уверен, что они будут совершенствовать свою подготовку именно в частях и подразделениях Министерства обороны. Пользуясь случаем, также хочу поздравить весь народ Абхазии с Новым годом, пожелать успехов. Минздрав Абхазии внес коррективы в протокол лечения коронавируса. Состоялось заседание оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции с участием глав врачей лечебно-профилактических учреждений Абхазии.
Здравоохранения Тамас Цахнакия провел совещание оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в котором приняли участие главврачи лечебно-профилактических учреждений Абхазии. Обсудили работу всех подразделений Минздрава в канун Нового года и в связи с ростом заболеваемости вопрос маршрутизации пациентов с коронавирусной инфекцией. Также члены оперштаба внесли коррективы в протокол лечения пациентов, в график дежурств Гудаутской ЦРБ и в работу бактериологической лаборатории в предстоящие выходные дни. Все должно работать в обычном режиме. Так же, как и все мы с вами, и оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции, который при Минздраве, и мы вместе работаем в прежнем режиме. Для того, чтобы оперативно реагировать на все вопросы, которые у нас возникают. Очень хочу вас попросить, чтобы у нас не возникали какие-либо проблемы, связанные с организационными вопросами в первую очередь. Главврачи медучреждений отметили тенденцию роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в каждом районе республики, которая, по их мнению, напрямую связана с несоблюдением ограничительных мер. Главу Минздрава проинформировали по вопросам обеспечения лечебных учреждений медикаментами и расходными материалами, особо отметив, что есть определенные проблемы с приобретением в России некоторых дефицитных препаратов. Ковидные госпитали сегодня, те медучреждения, которые занимаются стационарно ковидными больными, у нас обеспечение идет постоянно, без перебоя, практически на протяжении уже нескольких месяцев. Был период, когда нам было совсем сложно, мы вопрос решали. Сейчас, согласно постановлению правительства, есть определенные, были выделены средства на обеспечение этих больниц, и они, в принципе, освоены в большей части, обеспечение есть, именно ковидных госпиталей. Могу сказать, что да, выпадают определенные позиции в дефектуру, такое имеет место быть. Объем медикаментов довольно большой в целом уходит. Несмотря на то, что мы, может быть, не на 100% заявки медучреждений отпускаем, понятно, что не оставляем без обеспечения, но объем в целом довольно большой. И я как понимаю, тенденция идет к росту на сегодняшний день. Это тоже надо учитывать. Со времени появления коронавирусной инфекции официальный алгоритм ее терапии менялся множество раз. В целях усовершенствования лечения Минздрав Абхазии внес новые коррективы в правила лечения больных с коронавирусом в части применения противовирусных препаратов. Протокол лечения создан по последним рекомендациям. Я потом по почте перешлю нашим коллегам. То есть там небольшие есть видоизменения в виде того, что у нас появился противовирусный препарат Фавимол, который успешно используется как в амбулаторном звене, так и на стационарном уровне. И получаем намного больше эффект, чем было. Главный государственный санитарный врач Людмила Скорик проинформировала собравшихся о том, что бактериологическая лаборатория без изменения графика будет работать и в праздничные дни. В период новогодних выходных медучреждения Абхазии будут оказывать пациентам неотложную медицинскую помощь в прежнем режиме. По указанию министра здравоохранения, для качественного оказания помощи в этот период будет усилено взаимодействие между всеми лечебными учреждениями. Завершая заседание оперштаба, Тамас Цахнакия поздравил всех медиков Абхазии с наступающим Новым годом. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы в нашу повседневную жизнь, но тем не менее я и вас лично, и все ваши коллективы, всех медицинских работников поздравляю с наступающим Новым годом. Хочу пожелать всем крепкого здоровья и сказать огромное спасибо за вот этот, на самом деле, самоотверженный труд всех наших специалистов, всех уровней, которые они совершают практически уже на протяжении года борьбы с этой коронавирусной инфекцией. Пожелать счастья, добра родным, близким, детям и всего самого наилучшего. Министр здравоохранения посетил Сухумскую инфекционную больницу и мобильный госпиталь. Об этом материал пресс-службы Минздрава. Министр здравоохранения Тамас Цахнакия посетил Сухумскую инфекционную больницу и российский военный мобильный госпиталь, развернутый на территории гостиницы «Айтар». Глава Минздрава осмотрел медучреждение и проверил схему приема коронавирусных больных.
В Сухумской инфекционной больнице функционирует система централизованной подачи кислорода для лечения пациентов с COVID-19 и установлен электрогенератор, который обеспечивает больницу бесперебойным электричеством. По информации главного врача Астамура Гуния, в медучреждении соблюдаются все санитарные нормы. Медперсонал обучен правилам работы, в том числе и в красной зоне. Наверное, не мне судить, насколько хорошо это все налажено, но в общем у нас те сотрудники, которые заходят в красную зону, они абсолютно практически защищены, они одеты как положено. Вот, и все, что из красной зоны у нас выходит, все дезинфицируется, вплоть до отходов, пищевых отходов, белья и всего остального, оно все как положено дезинфицируется и потом только утилизируется или стирается. Вот. Сотрудники на выходе, естественно, тоже все обрабатываются как положено, и в том числе и больные, которые выписываются, их вещи личные, это все дезинфицируется, обрабатывается, и только потом выписывается больные. Тяжелая обстановка, естественно, много больных, и почему-то в последнее время такая категория тяжелых больных поступает уже тяжелые, то есть с низкой сатурацией, с дыхательной недостаточностью. После инфекционной больницы Томас Сахнаки отправился в российский военный госпиталь. Развернутый в Сухуми по просьбе Минобороны Абхазии, этот стационар за время своей работы принял на лечение 305 больных с коронавирусной инфекцией. Практически все пациенты, которые поступают в учреждение, они, как минимум средней степени тяжести. И все кислород зависимые. Конечно, российский госпиталь в этом отношении выполняет огромную задачу. Здесь в среднем пациентов не менее 50, до 60-70 человек. Причем, еще раз повторюсь, это больные именно средне-тяжелые и тяжелые. Практически вся реанимация, она заполнена, выполняется огромная работа. И для нас это, безусловно, очень серьезное подспорье. Начальник многопрофильного госпиталя Минобороны России Абдулмеджид Магомедов проинформировал Томаза Сахнаки о том, как налажена работа и какие возникают проблемы в процессе оказания помощи больным. С лабораторией проблем пока не испытываем. ПЦР в полном объеме работаем, нагрузку инфекционной больницы тоже берем на себя. И амбулаторно люди, которые обращаются, не отказываем, всем 100% проводим. В этом плане тоже система налажена, взаимодействие с Министерством здравоохранения, с вашими подчиненными на высшем уровне. Скажите, пожалуйста, проблемы с производством биохимических анализов? Дедимер, прокальцитонин? Если появляются больные, которым нужно эти анализы, тут же взаимодействие с Министерством здравоохранения тоже решаем. А так анализатор наш работает. Те наименования, где у нас не проблем получается. Нет, что проблем не нет, принимали? Нет, Да? такого нету. Если эти проблемы были бы, я тут же бы позвонил бы лично вам, поэтому никаких проблем в плане обеспечения, в плане работы нету. Взаимодействие со всеми главврачами тоже осуществляется. Обмен опытом тоже постоянно идет. Директор пансионата Айтар Тимур Адлеибов в свою очередь рассказал министру о том, какие условия созданы для медиков российского военного госпиталя. Что касается обеспечения условий пребывания здесь пациентов, значит, свет, горячая, холодная вода, тепло, это мы все обеспечиваем бесперебойно, несмотря на проблемы, которые с электричеством в последнее время и с водой. У нас здесь свой генератор, своя скважина, то есть пациенты никак этих проблем здесь не ощущают. С питанием тоже никаких проблем. Людям, которые нуждаются в диете, то есть это люди с диабетом, мы под них тоже подстраиваемся, у них отдельное меню, никаких жалоб, никаких проблем у нас в этом плане. Какие-то технические моменты, там кому-то чайник дополнительно, кому-то печку дополнительно. То есть такие нюансы незначительные, но делаем все, чтобы людям было здесь комфортно пребывать. И Министерство здравоохранения нам, если что-то требуется, они тут же реагируют, всем обеспечивают. То есть никаких проблем у нас нет.
Томас Сахнакия поблагодарил российских коллег за помощь в лечении пациентов с COVID-19 и отметил, что при необходимости руководство республики готово просить о продлении их командировки в Абхазии. Мы искренне выражаем благодарность нашим коллегам российским, которые здесь несут службу, и Министерству обороны Российской Федерации, которая организовала этот госпиталь на нашей территории по нашей просьбе, и, безусловно, Министерство здравоохранения Российской Федерации, которое оказывает нам очень большую всестороннюю поддержку, в том числе направляя бригады, сводные отряды специалистов разных направлений для работы в Центральном Гудаутском ковидном центре. И я уверен в том, что эта работа наша совместная, она будет продолжаться до, как говорится, последнего пациента, пока мы его не выпишем здоровым домой. Абдулмагомедович неоднократно это подчеркивал, и это позиция любого доктора сделать все необходимое для того, чтобы пациент, даже находясь в тяжелом состоянии, значит, выздоровел и ушел домой. Надеюсь, что все наши усилия, они принесут свои хорошие результаты. Герои этого года не только медики, но и электрики, люди, которые стараются, чтобы у нас в домах было светло и тепло. 2020 год оказался и для них непростым, но они справились. Некоторые из них встретят этот Новый год на работе. Герой нашего следующего сюжета – электрик, который в новогодний час будет находиться на рабочем месте в одной из столичных подстанций. Репортаж Гугуцы, Вардания. Утро у электрика подстанции Сухум-1 Дениса Цвейба начинается с обхода объекта. Он работает в сфере энергосистемы республики уже около 5 лет. В эту профессию прийти не планировал, но стал хорошим специалистом. Когда здесь произошел пожар, он был на рабочем месте. Я находился на дежурстве в тот вечер, утром уже в 5 утра. Я услышал гул, пришел сюда в наш ЗРУ, заметил большое задымление, после чего экстренно вызвал бригаду пожарных, доложил диспетчеру, доложил начальнику подстанции, что у нас такое ЧП. Все ребята, которые у нас работают, все службы были задействованы, они посменно работали примерно по 12 часов и на несколько часов привести себя в порядок домой уезжали, потом приходили и заново сменяли других. Новый год для Дениса – это обычная дата в календаре. Не люблю отмечать праздники по расписанию, признается он. Каждый день должен приносить радость, поделился с нами Денис. Для меня сегодня это обычно четверг или вторник. Для меня Новый год он никак. Вот уже 4 года Денис встречает Новый год на дежурстве и не жалуется. Говорит, что нужно быть на рабочем месте. Ведь кто-то же должен проследить за оборудованием. Все равно надо следить за оборудованием. Мы как бы ежечасно проверяем все, потому что новое оборудование, как я до этого говорил, временная схема, и поэтому требует особого подхода к этому. А вы где живете, в Сухуме? Я живу в Ачадаре, в Сухумском районе. То есть Новый год вы встретите на дежурстве? Скорее всего, да, так получится. В общем, Денис, как и многие другие специалисты в разных сферах, встретят этот Новый год на работе. И мы, журналисты, встречаем этот праздник здесь. С наступающим вас! Подходит к концу 2020 год, а значит время подводить итоги. Особого внимания заслуживает столица Абхазии Сухум. Один из древнейших городов мира, республиканский центр культуры и науки. Множество достопримечательностей, историческое наследие и живописные окрестности ежегодно привлекают сюда тысячи туристов. О том, каким был уходящий год для жителей и гостей столицы и как удавалось решать городские проблемы в непростых условиях, расскажет Эсма Гуланзе. Сухум – культурный, научный и политический центр республики. Лакмусовая бумажка всех событий, происходящих в стране. Каким выдался этот непростой год для столицы? Какие проблемы удалось решить, а какие пришлось отложить на потом? В конце года принято подводить итоги. Попробуем сделать это прямо сейчас.
Несмотря на все трудности, возникшие из-за пандемии коронавируса, уходящий год можно назвать насыщенным и плодотворным. Было проведено немало работ, связанных с благоустройством города. Озеленение парков и скверов, обрезка деревьев, облагораживание территорий набережной, реставрация фонтанов. Начиная с мая 2020 года и по сей день администрация города занимается благоустройством города Сухум. Значит, в том числе парков, набережной. Проводится капитальный текущий ремонт дорог, капитальный текущий ремонт труб, канализации. Значит, осушены и восстановлены несколько подземных переходов. Появились новые парковочные места для малоподвижных граждан, значит, с ограниченными возможностями. Не обошли стороной и животных. В 2020 году глава администрации издал указ о запрете отстрела собак. Также в 2020 году начаты работы по строительству приюта, которые должны закончиться в первом квартале 2021 года. Среди самых масштабных коммунальных работ можно выделить замену водопроводных сетей на 3 столичных улицах – Абазинской, Джонуа и Гулия. Старые трубы советских времен были крайне изношены и требовали замены. Из-за ремонтных работ жителям столицы пришлось испытать неудобства и не раз оставаться без воды. В городе Сухум проводятся работы по капитальной замене труб. Администрацией города, управлением капитального строительства были причинены ряд неудобств для горожан, но в связи с тем, что эти денежные средства должны быть освоены в 2020 году, было принято решение провести эти работы. Да, еще раз приносим извинения за причиненные временные неудобства горожан. Работы планируется завершить в начале 2021 года. Должно пройти некоторое время для того, чтобы эти грунты осели, и после будет асфальтирование дорог. Главной темой уходящего года, конечно же, стала пандемия коронавируса. В эту борьбу включилась и столица. В сентябре был создан городской оперативный штаб по противодействию COVID-19. В краткие сроки в Сухумской инфекционной больнице был проведен ряд работ. Установлен дизель-генератор для бесперебойного электроснабжения. Введена в эксплуатацию система централизованного кислородоснабжения. На базе Сухумской инфекционной больницы оказывается комплекс медицинских услуг, таких как ПЦР-мазок, анализы крови, рентгенография. Также жителям города и не только оказывается помощь, значит, в лечении стационарных больных. Все стационарные больные обеспечиваются необходимым лечением и должным вниманием. Также, значит, участие в борьбе с этой пандемией принимают сотрудники СЭС. Они на выезд берут ПЦР-мазки у граждан, которые малоподвижные, и граждане, которые в возрасте. Значит, наши амбулаторные медицинские учреждения работают в усиленном режиме. Реализовано дежурство врачей в поликлиниках. Также силами нашей скорой помощи граждане доставляются в Гудаутский госпиталь. За самоотверженный труд врачей и медицинских работников администрации города Сухум было принято решение осуществить материальное поощрение 110 медицинским работникам лечебно-профилактических учреждений Сухума. Им было выплачено по 5000 рублей единовременно. Несмотря на тяжелую ситуацию, столичная администрация старается выполнять свою главную задачу, а именно выплачивать гражданам зарплаты и пособия без задержек. В честь Нового года нам удалось произвести выплаты некоторым категориям граждан, а именно семьям, многодетным семьям более 5 детей, круглым сиротам, инвалидов с детства до 16 лет, а также инвалидам-колясочникам. Также была оказана помощь Ассоциации инвалидов детей и КБРЦ. В каждом микрорайоне были проведены елки. В дошкольных образовательных учреждениях были вручены подарки всем детям. Несколько недель назад было принято решение об ограничении, значит, мероприятий на площади в связи с тем, что ухудшилась ситуация с пандемией. Не будет проводиться никаких концертов, будет проводиться там ярмарка, работают, значит, кафе и каток, значит, был организован. Понятно, что ситуация на сегодняшний день с эпидемиологической ситуацией сложная, но все-таки
Жизнь продолжается, и наши дети хотят ощутить этот праздник. Да? Если соблюдать нужные меры, то проведение данных мероприятий, значит, возможно. Уже неделю на площади Свободы красуется нарядная елка – главный символ Нового года. Здесь и кинотеатр под открытым небом, ярмарочные палатки, световые инсталляции и масса других развлечений, самым главным из которых стал ледовый каток. После Нового года тоже запланировано немало праздничных мероприятий. По словам организаторов, все проходит с соблюдением мер для недопущения распространения коронавирусной инфекции. От лица главы администрации города Сухум Эшма Беслана Федоровича, от коллектива администрации, от себя лично хочу поздравить всех жителей города Сухум с наступающим Новым годом и Рождеством. Уходящий год выдался непростым. Борьба с пандемией продолжается. Тем не менее, 2020 год был особенный для каждого из нас. Поблагодарим его и встретим новый 2021 год. С Новым годом и с наступающими праздниками. Сияющая огнями столица хоть и немного, но помогает не думать о болезни под названием ковид. По вечерам здесь царит особая атмосфера, которая согревает и поднимает настроение. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В новогоднюю ночь и в предстоящие выходные Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии будет работать в усиленном режиме. В целях обеспечения безопасности населения и предотвращения чрезвычайных инцидентов в новогодние и праздничные дни все подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии будут работать в усиленном режиме несения службы. Ежегодно накануне Нового года мы всегда работаем в усиленном режиме, потому что к Новому году почему-то больше пожаров, больше чрезвычайных ситуаций, поэтому мы к этому готовы. И во всех районах Республики Абхазии, как я уже говорил, усиленное несение службы, мы все это контролируем, мы готовы к любым чрезвычайным ситуациям. В основном мы делаем акцент на пожаро-спасательное подразделение, мы делаем акцент на медицинскую службу, ну и при всем этом и на все остальные службы, потому что ситуации могут быть разные. Ежегодно в праздничные дни возрастает риск возникновения чрезвычайных происшествий при использовании фейерверков, ракет, петард и других пиротехнических изделий. Применение пиротехники должно осуществляться исключительно в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации. Взрослым нужно следить, чтобы пиротехнику не использовали дети. Контрафактная продукция может быть опасна, и ею нельзя пользоваться. Для выявления несоответствия продаваемой пиротехники противопожарным нормам сотрудники МЧС Абхазии проводят инспекцию торговых точек. Особое внимание надо уделить на пиротехнику. Та продукция, которая продается на наших рынках, она не всегда бывает исправным, и не соответствующей бывает сертификации, и поэтому очень важно, чтобы родители особое внимание обратили на это, потому что разного рода петарды, фейерверки, они могут привести к непредсказуемым ситуациям. Поэтому еще раз будьте осторожным, аккуратным и соблюдайте, пожалуйста, правила пожарной безопасности. Безусловно, сложная эпидемиологическая ситуация в стране сказалась и в работе МЧС. Сотрудники министерства вносили свой вклад в борьбе с коронавирусной инфекцией. Этот год не только для нашей службы и вообще, наверное, во всем мире многое изменило. И, конечно же, и в нашей службе в этот год был непростой, сложный, поэтому мы активное участие принимали в борьбе с коронавирусом. Руководство перед нами поставило задачи, и те задачи, которые были поставлены, мы с ними практически справляемся, выполняем по сей день. В наступающем 2021 году Министерство по чрезвычайным ситуациям отметит юбилей – 15-летие. В честь этого запланирован ряд мероприятий. Как создана служба по чрезвычайной ситуации, исполнится 15 лет, поэтому мы к этому празднику готовимся особенно, проводим разные мероприятия. Надеемся, что если
ситуация в стране позволит. Мы ждем гостей, безусловно, учения. Ну, во всяком случае, особый акцент хотим в этот раз сделать на как бы праздничное, рассказать истории МЧС, с чего мы начинали, какие совместные мероприятия проводились и с другими странами, что нам сделано за этот период. Все это подытожить, рассказать, обсудить. Спасатели напоминают, чтобы праздники не омрачились чрезвычайной ситуацией, следует помнить о правилах противопожарной безопасности и неукоснительно соблюдать их. Шазина Ханагу, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. А сейчас время поздравлений. С наступающим Новым годом поздравляет председатель правления Московской абхазской диаспоры Беслан Агарба. Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Поздравляю и хочу сказать несколько слов о годе уходящем. Это был, мне кажется, очень сложный и очень непонятный год для всего мира, и для Абхазии, и для Москвы, и для всех-всех-всех. Это такой вызов, с которым столкнулось человечество. И не хочу вдаваться в какой-то символизм и пытаться найти какое-то толкование мистическое или еще какое бы то ни было. Просто хочу сказать, что этот год научил нас ценить то, что у нас было, вот все то хорошее. Потому что он сразу показал, как можно всего этого лишиться. И у меня большая просьба ко всем, понимая, что это не очень просто менять свои привычки и свои какие-то особенности, все-таки научиться жить немножко по-другому, потому что иначе, мне кажется, эту болезнь не победить. Надо быть очень осторожными, надо избегать каких-то больших кампаний, больших торжеств, возможно, потому что вот самый быстрый путь распространения болезни – это через близкие контакты. Хотя мы понимаем, что наши врачи очень стараются и очень самоотвержены, и стараются делать все, что возможно, и тем не менее, если мы сами не будем думать о себе и не будем стараться таким образом помочь врачам, то, мне кажется, очень сложно будет справляться с болезнями. В результате она очень опасная, в результате мы потеряли многих. Я могу вспомнить вот только последние в Москве, это Тарас Шамба, Вахтанга Гухава, Нукзар Дзяпшипа. Это вот то, что очень прям болезненно было для всех нас, и каждого из них, конечно, мы помним и будем помнить. И поэтому в преддверии Нового года прежде всего здоровье, здоровье, здоровье. И, конечно, понимание того, что, знаете как, вот люди должны понимать, что правительство, руководство страны, они могут делать все для народа и для жителей страны, но в то же время жители должны думать о том, что они сами тоже должны о себе заботиться. Ну и такое пожелание руководству, что государство и страна и общество не могут развиваться без грамотного и правильного профессионального управления, поэтому это вот такое пожелание в обоих направлениях, что ли, да? Агуабзера, Агуабзера, Агуабзера. Аман фялара. Шижнатаква пхарра рыгымзает. Ашуксчиц пшцала шапылалает. Чандзела. Всего несколько часов осталось до одного из любимых праздников в году. Столица готова к Новому году. На площади Свободы уже стоит наряженная елка. Самый главный праздник в году всегда сопровождается морем улыбок, счастьем и весельем. Новый год с детства любимый праздник каждого из нас. Таких событий очень немного в жизни современного человека. Все замечают, что перед его наступлением время словно ускоряется. Ведь так много надо успеть. Сегодня четверг, а значит рабочий день. Задача усложняется. Центральный столичный рынок переполнен людьми. Куда ни глянь, искусственные елки, игрушки. Одним словом, все, что необходимо для украшения дома к празднику. Оксана Доброславская встречает Новый год с семьей в Абхазии уже второй год. 2021 они планируют отпраздновать в горном местечке Ауатхаре. Дорогие друзья, дорогие жители Абхазии, этот прекрасный солнечный край, Абхазия – страна души. Это действительно так. Я настолько полюбила этот край, вашу страну. Я желаю всем вам счастья, здоровья, успеха в личной жизни, в общем и в целом. Не бояться будущего, не переживать о прошлом, жить настоящим. Жизнь она сейчас, вот такая прекрасная. Хочу сказать, вам так повезло, что вы живете в этом прекрасном месте. Этот год был очень непростым.
но очень плодотворным. В моей жизни очень произошло много всего, именно связанных с Абхазией. Именно эта земля помогла мне выстоять, выдержать, пройти через все перипетии. Еще раз хочу повторить, что этот край, он чудотворен. Поход на рынок перед Новым годом похож на ритуал. Торговые точки сверкают праздничными украшениями. Заглянули мы в магазин «Гукола». Здесь игрушки на любой вкус и цвет ждут своих покупателей. А в глаза сразу бросается символ 2021 года – бык. Всех с наступающим Новым годом. Желаем всем всего доброго, хорошего. Приглашаем вас в наш магазин, где разнообразие товара просто шикарное. У нас есть все, что будет вас радовать дома, ваших близких, ваших знакомых, друзей. Что чаще всего покупают? На что спрос? Ну, больше спрос идет световые лампочки, шары. Каждый год все равно люди меняют цвет елочки, декор, свечи. Берут все, что хотят видеть дома, на своих столах, на своих стеночках. Берут все. Как настроение? Ну, шикарно просто. Новый год уже у нас давно начался. Сейчас здесь можно встретить кого угодно. За покупками приходят как взрослые, так и дети. Что ты купил? Расскажи нам, пожалуйста. Зубную палочку, копилку. А кто тебе купил? Мама, с Новым годом. Самые теплые и искренние пожелания народу Абхазии желали и гости столицы. Кто-то приехал сюда впервые, а для кого-то встретить Новый год в Абхазии – привычное дело. Я езжу сюда почти каждый год, но осенью. А мы с мужем в разных местах отпуска отмечаем. И в этот раз я решила ему показать свою Абхазию, которую я люблю. Люблю очень много лет и много где была здесь. И мы хотим закончить этот год в хорошем месте и встретить Новый год тоже в хорошем месте. Я очень люблю Абхазию, очень люблю людей. Я люблю большую воду, высокие горы. Я вообще очень люблю Абхазию на самом деле. Хотела бы сюда когда-нибудь приехать надолго, вероятно, на пенсию. Поэтому я желаю вам процветания. В городе царит особая атмосфера. Самый главный праздник в году всегда сопровождается морем улыбок, счастьем и весельем. Этот год для всех был сложным. Однако новогоднее настроение никто не отменял. 2020 год для нас был, конечно же, для всех тяжелый, но ждем положительных эмоций в 2021 году. Всех с Новым годом, счастья, радости, желаю всего самого прекрасного и наилучшего. Каким был для вас 2020 год? Ну, достаточно интересным и сложным, и хорошим в том одновременно. Все вместе. Но, тем не менее, я считаю, что это был прекрасный год, еще один год нашей жизни. Какие планы на 2021 год? Ну, как всегда, настроение просто замечательное, так же, как и сегодняшняя погода. Но планы, они как-то все по мере поступления будем решать. Желаю всем счастья и здоровья. В каждой части города свои признаки наступающего праздника. Особенно привлекают внимание витрины магазинов. Каждый пытается создать то самое ощущение новогоднего чуда. Тем временем приближается 2021 год, наступление которого все мы ждем с нетерпением и надеждой. В целом, конечно, год был сложный для нашей страны, для нашего народа, потому что это неизвестная сложная болезнь. Она, к сожалению, многие наши граждане умерли. Наши близкие, многие болеют. Я надеюсь, что в скором времени мы сможем одолеть этот недуг. У нас будет хорошая вакцина, и люди перестанут болеть. Что лично вы ждете 2021 года? Ну, во-первых, от 2021 года я жду какого-то, скажем так, экономического процвета для Абхазии, медицинских каких-то достижений в плане победы над коронавирусом. Ну, также я жду улучшения жизни нашего народа, качества жизни нашего народа. Каждый опрошенный житель нашей страны не обходил стороной самую актуальную тему уходящего года – пандемию коронавируса. Светлана Кюлян – предприниматель. У нее салон красоты, а также магазин профессиональной косметики. Однако COVID-19 внес коррективы и в ее привычную жизнь. Чтобы Новый год наш был более легче и беспроблемнее, чем нынешний, 2020. Берегите себя, берегите своих родных, не нервничайте по пустым мелочам и будьте здоровы, это самое главное.
Каким для вас был 2020 год? Очень тяжелым. Как для предпринимателя был тяжелым, как для мамы был тяжелым. Наши детки все в ограничениях, не учатся, в школу не ходят. Это все отражается, естественно, на всех. И, конечно, из-за этой болезни в первую очередь подвержены наши старики этому всему. Мы переживаем, конечно. Чтобы он остался позади, это самое главное. 2020 год и для школьников стал настоящим испытанием. Образовательные учреждения закрыты, детей перевели на дистанционное обучение. 2020 год был для меня не то что сложным, он был абсолютно другим, наверное, как и для всех жителей нашей республики. К нам в нашу жизнь пришли новые технологии, как Zoom, постоянный WhatsApp, постоянный Telegram, но я думаю, мы справились с этим. И любые проблемы, которые будут в нашей жизни, мы сможем их перебороть. И желаю всем в 2021 году счастья, здоровья, благополучия. И всегда будьте вместе со своей семьей. Хочу поздравить вас с наступающим 2021 годом. Желаю, чтобы он для всех был счастливым, чтобы все было хорошо и никакой ковид нам не мешал. Столица Абхазии славится своими новогодними ярмарками, концертом на площади Свободы. Но в этом году в связи с пандемией встреча Нового года пройдет скромно. В начале декабря еще составлялся план по проведению мероприятий, но к концу месяца он сошел на нет из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Однако совсем без праздника жители Сухума не остались. Здесь и кинотеатр под открытым небом, фотозоны, ярмарочные палатки и масса других развлекательных программ. А вечером здесь царит особая атмосфера. Красиво украшены торговые павильоны, герои детских мультфильмов «Маша и Медведь», «Свинка Пеппа», «Малыш», «Бэтмен», «Человек-паук» развлекают детей, создавая новогоднее настроение. Вот уже через несколько часов настанет долгожданный Новый год. Каждый житель не только нашей страны, но и всего мира ждет его с надеждой на счастливое и, главное, здоровое будущее. В госпиталях наших по лечению этой болезни мы знаем, что ограниченное количество людей в масках сегодня. Вот если пройти посмотреть, к сожалению, не так часто встретишь. Наверное, это не модно или это стыдно, я не знаю. Вот я вполне адекватным вроде кажусь в маске, это нормально. Наверное, скорее всего, люди не верят, наверное, до сих пор. Я не знаю, но я хочу попросить наше население, всех жителей столицы, гостей столицы, чтобы не игнорировали все предписания, которые существуют. Нельзя сегодня... Вот мы видим, за столиками сидят люди, кофе пьют, это понятно. Но вот в толпах играют, резвятся дети, взрослые, все в хорошем настроении, но не защищены масками. Большая просьба ко всем. Мы должны друг другу помочь. Если самосознание у нас у самих отсутствует, по большому счету, наверное, сложно будет сотруднику милиции, тем более применять силу по отношению к тем, кто игнорирует все эти предписания. Я думаю, что тоже не считается возможным. Таким образом, в новогоднюю ночь на площади Свободы у главной елки страны будет играть праздничная музыка, будут работать магазины и каток. В новогоднюю ночь мы подготовили концерт, мы его отсняли. На мой взгляд, была локация замечательная, подобрали место, где можно было организовать это мероприятие, и уже в новогоднюю ночь наши зрители смогут оценить наш труд. Там, и юмор присутствует, там и наши национальные песни, танцы. На любой вкус в этой программе каждый зритель найдет номер. Сария Кварацхеля, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. В завершении выпуска о погоде. По сообщению синоптиков, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 2,7, днем 12-17 градусов, температура морской воды 12 градусов.
Хатыр схуетели хопшца, нян хажвит юнески юяжат бе ашок схапсын разы акырза иуадавес. Асыз кылара хава ажлар янагзалык, иргазчан няйва ашок сге сысык яхзавезу. Ягалайт итышын талан рабхет бясат куйнадыркна ацухтонынза. Шаны бзела шнейлайт зеге, абзераз яйва ашокс ачынза.